Вы смотрите новости Татарстана. В студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И вначале вкратце о главном. Скейтбординг, BMX-спорт и стритбол. С первых всероссийских уличных игр. Салават Мухаммадуллин. Вечернее молоко и картошка без нитратов. На рынке вкуснее, кажется. Как в Казани проходят сельхозярмарки, увидела Юлия Гоголева. Кинул монетку, поддержал строительство хосписа. Вот мы решили провести акцию «Монетка на счастье». В акции поучаствовал Рамиль Галиуллин. Золото тюрков и открытый диалог. Там в Анкаре или где-то. Я говорю, книжку как найти? О чем делегаты пообщались с депутатами, узнал Дмитрий Аринин. Предпринимательство без преград под открытым небом. У меня есть свободное время, я могу заниматься любимым делом, могу реализовывать себя. Второй фестиваль самозанятых в Казани. Что продают и какие важные вопросы обсуждают, узнала Зарина Ахметова. 96% жилых домов Татарстана готовы к началу отопительного сезона. Об этом доложил на совещании исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Фарид Ханифов. Провел заседание премьер Алексей Песошин. Он поручил строго контролировать подготовку объектов и не затягивать спуском тепла, особенно в детсадах, школах и больницах. Здесь же на совещании рассмотрели, как идет капремонт. В жилых домах работы выполнены на 73%. Продолжается ремонт ресурсных центров, спортобъектов, молодежных центров, а также поликлиник, что особенно актуально сейчас, осенью, когда на пороге сезонные заболевания. Что же касается коронавируса, то по заболеваемости Татарстан занимает 83-е место среди регионов России. Коронавирус никуда не делся, он остался, поэтому все меры, которые рекомендует Роспотребнадзором, надо просто соблюдать. Я прошу МВД не ослаблять работу в этом направлении. Работа ведется. Так или иначе, в этой парадигме мы будем жить еще, похоже, не один месяц. И сегодня в Татарстане снова 25 новых случаев ковид. 2 человека госпитализированы, как и прежде, большинство заболевших казанцы. 3 случая в Сабинском районе, 2 в Альметьевском и Зеленодольском. Большинство заболевших от 30 до 50 лет. Всего же с начала пандемии в Татарстане зарегистрировано 6974 случая коронавируса. С начала этого учебного года к занятиям не допустили почти 3000 школьников. На соблюдение коронавирусной безопасности проверяют и другие учреждения. За 2 минувшие недели наложено штрафов почти на 4 миллиона рублей. Также Татарстан стал одним из пилотных регионов страны, где COVID-19 искали на замороженных продуктах. Вирус на них не выявлен. Как в свою очередь сообщили в Минздраве, сейчас решают, как в Татарстане будет проходить вакцинация от коронавируса. Вакцины начинают поступать в регионы, и порядок вакцинации становится уже более прозрачным и понятным. Прививаться будут действительно медицинские работники, в том числе формулировка звучит таким образом. Но окончательно маршрутизацию и логистику мы разложим, я думаю, на следующей неделе. В Татарстане с понедельника снимается еще ряд антиковидных ограничений. Постановление подписал премьер-министр. Со следующей недели разрешат работу детских игровых комнат и развлекательных центров, закрытых из-за пандемии. В аквапарках, кинотеатрах, стадионах и театрах заполняемость увеличили до 70%. На открытых площадках разрешили присутствие 200 человек. Всероссийские уличные игры, которые сегодня открылись в Казани, несомненно, привлекли бы тысячи посетителей. Зрелище того стоит. Стритбол, BMX фристайл, скейтбординг, брейкинг, футбольный фристайл. Все в новом, крупнейшем в Восточной Европе парке «Урам». За 80 комплектов медалей приехали побороться спортсмены и любители из 20 регионов страны. А открыли соревнования министр спорта России Олег Матыцин и премьер Татарстана Алексей Песошин. Увидел, как министр спорта записал гимн «Урбан Геймс» и попробовал себя в велосипедном спорте Салават Мухаммадуллин.
Впервые в России уличные виды спорта на одной площадке. В экстрим-парке «Урам» сегодня со спортсменами федеральный министр Олег Матыцын и Алексей Песошин. Каждая локация – отдельная остановка. Вот, например, чемпионат страны по скейтбордингу. Это не просто покатушки, это, по сути, отбор на Олимпиаду в Токио. Площадка, на самом деле, очень крутая. Это лучшее в России, что вообще строили. И все фигуры, они правильно пропорциональны друг к другу. И ты можешь сжиматься и делать трюки очень круто. Поворачиваем головы, и тут дети на велосипедах и роликах. На одном памп-треке и любители, и профессионалы. Очень крутой скейт-парк. Мне прям очень понравилось. Но у нас в Петербурге такого, к сожалению, нет, но я бы очень хотела. Это Urban Games. Уникальный чемпионат. Спортивные дисциплины, которые еще вчера были только во дворах, сегодня на чемпионатах мира. Вот этот комплекс, который построен здесь, пусть пример с этого комплекса берут тоже другие наши города и дают возможность молодежи заниматься тем, чем им интересно, развиваться, реализовывать свои возможности. И уникальным играм уникальный гимн. Его записали прямо на открытии. Urban Games! Алга, Россия! Urban Games! Urban Games! В таком настроении на играх сотни спортсменов больше, чем из 20 регионов страны. Это одновременно и спортивные состязания по 10 уличным городским видам спорта, и праздник для молодежи. У нас в Казани появилась такая возможность благодаря открытию этой прекрасной площадки экстрим-парка «Урам». В эти дни в экстрим-парке можно не только смотреть, но и кататься самому. Моим учителем сегодня стал Ирик Рязаев, член сборной России по BMX фристайлу. Там тормозов нет. До свидания. А как прыгать? Ну, попробуйте как-нибудь сначала. О, подпрыгнули. Ну, почти. Мальчик. Я способный или нет? Способный или нет? Способный, нет, с первого раза подпрыгнуть. Спасибо большое. И куда же на уличных играх без стритбола и футбольного фристайла? От танцев с мячом к танцам на локтях, голове и плечах. Брейк-данс. И это только первый день Urban Games. Завтра финал и сразу 80 комплектов медалей для победителей. Салават Ухмадуллин, Алмаз Зиаддинов, ТНВ, Казань. И сегодня в Казани министр спорта России Олег Матыцын представил нового ректора Поволжской академии спорта и туризма. Напомним, им стал экс-министр образования и науки Рафис Бурганов. Сегодня он встретился с коллективом вуза. Вместе с Олегом Матыцыным его представил и премьер-министр Алексей Песошин. Предыдущий ректор академии Юсуп Якубов переходит на другую работу. Пожелать, чтобы Новый год учебный начался, проходил без каких-то чрезвычайных ситуаций, чтобы были все здоровы и также конструктивно мы вместе работали, я имею в виду Министерство спорта Российской Федерации и Поволжскую академию, потому что вы являетесь одним из флагманов российского физкультурного образования. Отменить ли ЕГЭ, изменить ли вузовское образование и что делать, чтобы выпускники работали по специальности? Эти вопросы сегодня волнуют молодежь всех регионов страны. Их они смогли сегодня адресовать председателю Комитета Госдумы по науке и образованию Вячеславу Никонову и главе парламента Республики Фариду Мухаммедшину. Они встретились с участниками молодежного форума «Золото тюрков». Кто-то удивляется, что Россия изобрела вакцину от коронавируса. Вообще, кто это должен был ее придумать? Химию придумал Менделеев. Исторические примеры и актуальные темы. Вопросов у молодежи много. Парламентариев спрашивали, не пора ли отменить или изменить ЕГЭ. ЕГЭ достаточно давно у нас в стране, но до сих пор неоднозначное к нему отношение. При поступлении в ВУЗ, ведь, часто это был не конкурс ваших знаний, а конкурс родителей. Если вы или кто-нибудь другой, присутствующий в этом зале, предложит что-то лучшее, мы с удовольствием это рассмотрим. От молодежи сегодня поступило другое предложение. А что, если в школах и вузах не просто учить, а еще и мотивировать, как делают в США? Обучаясь в Америке, я почувствовала то, что после каждой пары, лекции, студенты могут выходить оттуда именно вдохновленными. Курсы лидерства, они должны быть везде. Это должно быть в учебниках школьных. Обсудили сегодня вопрос, что делать, когда образование получено и пора устраиваться на работу. Многие выпускники не могут найти себе работу. Лишь 30% работают по своей профессии. Главное получить базовое образование по специальности, глубокие знания, а затем работать над собой. Дальше можно получить что-то, новые компетенции.
Как отметил Фарид Мухаммедшин, молодежь – это пятая часть жителей столицы Татарстана. Руководство республики поддерживает и создает все необходимые условия для развития молодежи всех 173 национальностей, проживающих у нас. Я с удовольствием всегда бываю в Казани, потому что каждый раз видишь новые красоты. Здесь рядом Иннополис, где самые лучшие умы занимаются цифровыми технологиями. Это быстро развивающийся город. На форуме 150 делегатов из 18 регионов страны. И еще один совет от парламентариев – меньше проводить время в интернете и больше читать книги. Как сказал один из депутатов, в интернете много ерунды, а в книгах ерунды не напишут. Я думаю, что вот опыт, полученный именно на этом форуме, его больше нигде невозможно получить. Форум продлится до завтра. В финале презентации проектов по сохранению традиций разных народов. Лучшие будут поддержаны Федеральным агентством по делам национальностей. Дмитрий Аринин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Гранты до 100 тысяч рублей на развитие своего дела смогут получить еще 50 самозанятых казанцев. Об этом стало известно сегодня на втором фестивале самозанятых. Он прошел в Горкинско-Аметьевском лесу и собрал десятки предпринимателей и участников. На площадке под открытым небом развернулась большая ярмарка. Здесь же бизнесмены, представители власти и банков обсудили, что сегодня беспокоит самозанятых. Зарина Ахметова расскажет подробнее. То есть это у нас именно с брендом города Казани, Зеланд. В руках Евгения Корезина дерево будто становится пластичным. Кружки, ложки, шкатулки, картины, даже пуговицы. И это лишь малая часть его изделий. Сам мастер говорит, любовь к ремеслу заложена в родословной. Об этом говорит фамилия – резать кору. Сейчас дома у Евгения целый семейный подряд. Мы работаем втроем. У меня старший сын, 16 лет, он мне помогает, в основном мелкие вещи делать, шкатулочки такие вот под бижутерию. Супруга у меня занимается в основном берестой. Это моя коллекция единорожков. Она особо пользуется популярностью, в тренде. Стать самозанятой Елену Бакулеву подтолкнула дочь. После декрета молодая мама сменила сферу IT на вот такие игрушки для детей. Сама придумывает образы и притворяет их в жизнь. Захотелось именно непосредственно своему ребенку шить. И я понимаю, что самозанятость, у меня есть свободное время, я могу заниматься любимым делом, могу реализовывать себя. Десятки направлений, от чая, открыток и пирожных до вязаных вещей и лекций. Фестиваль для самозанятых – это как соцсеть, только все под открытым небом. Здесь можно не только купить то, что сделано своими руками, но и самому чему-то научиться. Например, сплести браслет, либо постоять на гвоздях и поработать над своим телом и сознанием. По традиции на фестивале обсуждают самые насущные вопросы. Около 80 тысяч самозанятых вышли из тени и пришли на специальный режим налогообложения. Если говорить об условиях, которые у нас для самозанятых есть, я хочу сказать, что они очень комфортные, хорошие, потому что, работая сейчас уже с другими регионами, оказывая им консультации, мы понимаем, что у нас действительно создаются условия для работы самозанятых. История с самозанятыми не о доходах в бюджет, а о прозрачных и открытых отношениях с государством, отметили сегодня. Стоит вспомнить хотя бы то, что в период пандемии все перечисления самозанятых были им возвращены. Помимо этого, теперь такие предприниматели смогут получать те же меры поддержки, что и представители малого и среднего бизнеса. Утверждается нормативно-правовая база, будут предусмотрены, мы ожидаем, что будут предусмотрены и финансовые меры поддержки, это микрозаймы. Помимо этого, еще 50 самозанятых в Казани смогут получить до 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Такое решение принял мэр столицы. В рамках стартовавшего третьего этапа грантовой поддержки выделено 5 миллионов рублей. Заявки собирают до 15 октября. Зарина Ахметова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. С верностью традициям на родине Тукая в селе Новый Кырлай сегодня произошло сразу два знаковых события. Открылась новая модельная библиотека и прошел традиционный праздник – День коня. Так здесь из года в год передают традиции предков через игры, обычаи и состязания. А хранить знания смогут в новой библиотеке. О празднике с национальным колоритом Рамиль Шайдуллин. Перерезана алая лента, и новая модельная библиотека открыта для посещения. Этого события в селе Новый Кырлай ждали давно, ровно с тех пор, как ее начали строить. Фламинго обыкновенный включен в Красную книгу России.
Она появилась меньше, чем за полгода. Теперь это место одна из самых современных читален республики. Здесь все удобства, и книги, и все новые информационные технологии применены. Традиционные бумажные книги хранятся на стеллажах, где свое место нашли и современные бестселлеры, и, что главное, классические произведения, где описаны традиции народа. Наше село, наверное, одно из тех, где традиции и обычаи до сих пор живы. Многое о них мы черпаем в книгах, которые теперь хранятся в этой библиотеке. А вот на столах стоят уже компьютеры и лежат ридеры для чтения в электронном формате, где, как ни на родине Тукая, увидишь такую любовь к литературе. Абдулла Тукай, как у нас, он здесь жил и творил, и музей, и все остальное. Библиотека сейчас еще больше будет наполнять все это. На все работы ушли 5 миллионов рублей в рамках национального проекта «Культура». Теперь все данные о народных традициях, устоях и истории хранятся в одном месте. Теперь это не просто книгохранилище, но еще и общественное пространство. В этом случае в глубинке. Причем опыт Татарстана по строительству таких библиотек был таким удачным, что во время визита в республику его отметила и министр культуры Ольга Любимова. Хотела бы отдельно поблагодарить руководство региона за безупречную реализацию мероприятий национального проекта «Культура». Построены и капитально отремонтированы более 70 объектов. Уже открыты 3 модельные библиотеки. Но не только книгами славятся их традиции. Ежегодно в Новом Кырлае проходит День коня, когда селяне вспоминают о роли лошади в жизни их предков. Так совпало, что оба эти события случились сегодня. Это же, в самом деле, нацелено для того, чтобы люди приходили, общались, читали, проводили различные мероприятия, плюс дополнительные рабочие места. Но в то же время, когда они компактно попадают, так скажем, в одно место и в одно время, это вот как День коня, она становится особенно вкусным. Наверное, именно так. Раньше селяне и снаряжали своих лошадей на праздники, как здесь. Здесь и праздничная сбруя, и такие же колокольчики. А вот это тарантас. Так раньше выглядела телега. Как мы видим, традиция живая сегодня. Участники праздника словно снова вернулись на 100 лет назад. В то время, когда их деды также выезжали на Майдан, устраивали скачки. Такие же скачки устроили и сегодня на 40, 80, 100 и 120 километров. Изюминка праздника – забег лошадей татарской породы, славящихся невероятной выносливостью. У татар крови. Лошадь всегда была у них. Не больше тракторов машин. Только лошадями. День коня очень большую роль играет возрожденность этих традиций. Сегодня вновь вспоминают и старые песни. На главной сцене один из ансамблей долгожителей. Участники исполняют именно народные композиции. Наши бабушки пели, наши мамы. Вот сейчас мы поем. После нас, наверное, тоже будут петь. Звонкие песни и яркие упряжки – это не все, чем день запомнится новокырлаевцам. Здесь же, на центральном Майдане, коней подковывали, запрягали на скорость и даже боролись, сидя верхом. Один в один, как когда-то делали их предки. Рамиль Шайдуль, Надель Мендубаев, ТНВ, Арский район. «Монетка на счастье». Акция с таким названием сегодня прошла на месте строительства второго хосписа в Казани. Здесь жители города могли внести свою лепту в благое дело. Напомним, возведение дома без боли началось в этом году, но проекту не хватает финансирования. «Монетку на счастье» кинул и Рамиль Галиуллин. Улица Баталовых. Именно здесь полным ходом идет строительство нового казанского хосписа. И вот так, по давней традиции, любой желающий мог кинуть монетку на счастье, при этом загадав желание. Ну а кроме того, внести свой вклад в развитие будущего дома без боли. Сделать доброе дело спешат уже с самого утра. Объект, который вновь будет построен, конечно, сам по себе не может не трогать вообще души и сердца нашего населения. Онкология, другие сложные заболевания, когда уже надеяться не на что, а уходить из жизни с болью, очень тяжело. Начало есть проект, есть фундамент. И необходимо обязательно это дело довести до логического завершения. А медики РКБ перечислили на строительство хосписа свой суточный оклад. Все деньги в благотворительный фонд имени Анжелы Вавиловой. Работа Республиканской клинической больницы в качестве ковидного госпиталя с апреля по июль показала, насколько необходим такой вид помощи пожилым пациентам. Первый цокольный этап мы сейчас заканчиваем. Владимир Вавилов рассказывает, как будет выглядеть новый хоспис, только уже для взрослых. Детская
Ленинскому на Академика Королева 6 лет, но сейчас туда принимают всех, поэтому второй жизненно необходим. На площади почти в 2 гектара появится трехэтажный пансионат на 60 мест. В случае необходимости он сможет расшириться и до 200. Полностью автономное медицинское учреждение будет. Своя котельная, вот видите, своя ТПшка. То есть все свое будет. Если будут деньги, летом мы уже можем принять пациентов. Только онкологических 7 тысяч человек нуждаются в такой помощи. Уже собрано почти 80 миллионов рублей, но это лишь 10-я часть необходимой суммы. Поэтому в фонде, как и прежде, надеются на отзывчивые и добрые сердца. Помочь может каждый, отправив СМС на номер 7715 со словом «Анжела» и указав сумму перевода. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. По итогам уборочной в Татарстане намололи более 5 миллионов тонн зерна. Данные на республиканском совещании озвучил министр Марат Зяббаров. Убрать еще предстоит более 100 тысяч гектаров кукурузы, 25 тысяч гектаров рапса. Картофель пока убран менее чем наполовину, на треть сахарная свекла. А большой объем работ предстоит и на полях с подсолнечником. Все, чем богата агрария, сегодня привезли в города. Свежее молоко, мед, яйца – все по доступным ценам. Сельскохозяйственные ярмарки работают вторую неделю, и на площадках аншлаг уже в 6 утра. Сколько сэкономили те, кто рано встает, подсчитала Юлия Гоголева. Задорные мелодии, аромат шашлыка и травяной чай из самовара, чтобы поход на ярмарку стал настоящим праздником. Ярмарка от Высокогорского района, она всегда очень хорошая, шикарная. У нас экологически чистый район. Сегодня здесь, на улице Ленинградская, свои площадки развернули аграрии Высокогорского района. Всего это 20 хозяйств. И так по всей Казани. В столицу приехали производители почти со всего Татарстана. Молоко у нас очень хорошее. У меня постоянные покупатели есть. Они один раз у нас берут, повторно к нам идут. 3 тонны свежайшего молока, а еще гуси, куры, индюки. На ярмарку везут все, чем богаты. Несмотря на раннее время, еще только 6 часов утра, на ярмарке не протолкнуться. Многие приходят к открытию, а у некоторых прилавков выстраивается очередь. Все потому, что цены здесь гораздо ниже тех, что в магазине. Картошка 12, лук 15, морковка не знаю поскольку. Как понесете сейчас такую тяжесть? Донесем. И своя нож не тянет, зато все свежие. Яйца купили, молока купили. Ну, муж там мясо взял. Здесь свежее мясо. Прямо оно мясом пахнет. А в магазине оно все-таки залежавшееся. В авиастроительном районе есть и частный сектор. Многие разводят кур, потому на ярмарку привезли и зерно. Все по желанию жителей. Зерно полностью хватает на этот раз. Больше 100 тонн привезли. Там разные культуры. Пшеница, овес, ячмень. Цены пшеница 10 рублей. Остальные по 8 рублей. Такие ярмарки сегодня открылись на 14 площадках Казани, а еще в Туре и Залесном. Работать они будут до 26 декабря. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ Казань. В продолжении выпуска о погоде у нас пока все. Всего вам доброго. Здравствуйте! О погоде на воскресенье после полезной информации. Компания «Данил Мастер» работает в прежнем режиме с соблюдением всех правил безопасности. Не откладывайте заказ и радуйтесь своей новой кухне или шкафу-купе уже сейчас. Звоните 2-167-166. «Данил Мастер» с заботой о вас. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке Бугульме, Бавлах, Азнакаево в предстоящие сутки улучшения погодных процессов ждать не приходится. Будет пасмурно, дождливо и прохладно, плюс 8 днем. Такая же ситуация и в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге. Облачно, пройдут дожди, ветер порывистый, температура пониженная. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше переменная облачность, не обойдется без осадков. Дневная температура плюс 10. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, в Балтасе небо в дождевых облаках. Повышение температуры не ожидается. Облачно и сыро и в Болгаре, в Држаном, Буинске. И здесь довольно прохладно, плюс 9. Одевайтесь тепло и берегите свое здоровье. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше облачно пройдут осенние дожди. Около 11 градусов с плюсом. В понедельник ожидается такая же погода. И еще одна полезная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 39 тысяч операций.
Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! Никаких крайних мер. При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания опорно-двигательного аппарата здесь лечат без операции и протезов. Новейшее оборудование и авторские схемы лечения. «Доктор Ост». За 12 лет отменили свыше 39 тысяч операций. Чтобы экономить на такси, переходи на Диди. Скачай приложение или закажи по телефону. Чтобы экономить на такси, переходите на Диди. Новый сервис для заказа такси теперь доступен жителям Казани. Скачайте приложение или закажите поездку по телефону 210 400. В воскресенье в Казани будет облачно, пройдут дожди. Ночью +6, днем 11 градусов тепла. Ветер северо-западный, умеренный до сильного. Атмосферное давление ниже нормы, 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%. В магнитном поле Земли без заметных возмущений. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Приятных и теплых выходных в круг близких. До свидания.